Каракульчинском районе в высокогорных селах появится еще одна школа и детский сад. В данное время строительство идет без перерывов. Оба здания должны быть сданы в эксплуатацию в ближайшее время. Мои коллеги побывали в высокогорье на месте строительства. Вот уже 5-й месяц строительства новой школы в селе Коочаты идет практически без остановок. Сдать ее планируют уже в ноябре. Старое здание школы сгорело в начале этого года. Строительство ведут по проекту, который был подготовлен еще в прошлом году. Сгоревшее здание было аварийным, поэтому его планировали заменить. Новая школа рассчитана на 225 мест. Мы начали строительство в апреле, в начале карантина. Никаких задержек со стройматериалами у нас не было, поэтому работы шли и идут непрерывно. Сдать учебный корпус мы планируем в ноябре. Спортивный зал и ограждение мы постепенно доделаем уже зимой. Если погода будет нормальная, то все успеем до Нового года. За качество работ мы отвечаем на 100%. На строительство школы из госбюджета был выделен 61 миллион сомов. Также в селе уже строят и детский сад. Его возведение начали в марте. На сегодня здание в 2 этажа готово уже на 70%. Пойти туда смогут 60 малышей. В данное время работы ведем без перерыва, трудится 15 человек. За качество работ мы ручаемся. До конца этого года должны все завершить. Сегодня в высокогорном сельском округе Кызылжар работают уже 5 детских садов. Новый позволит ликвидировать нехватку мест в детских садах для местных дошколят. На строительство садика также выделили средства из государственного бюджета. До этого дети в селе Коочаты ходили в старое здание Дома культуры, но теперь мы там откроем библиотеку. Сельский округ Кызылжар дотационный. Собственных средств на открытие детских садов и школ не хватает, но активно помогают также и уроженцы села. Алена Смирнова, Джаныл Турдумаматова, Нурбул Таланбек Улу, ЛТР, Каракульчинский район.